Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Водительские удостоверения будут стоить дороже. Мужчина умер от удара током у себя дома. Сделки купли-продажи автомобилей можно будет совершать онлайн. Выдача, обмен и восстановление водительского удостоверения обойдется дороже. Эта услуга также будет включать в себя и выдачу временного удостоверения. Согласно документу, утвержденному правительством, при предоставлении услуги в течение 20 дней тариф составит 420 леев. За срочность заявители заплатят больше – 760 леев, если удостоверение будет выдано в течение 10 рабочих дней, 1100 леев, если заявитель хочет получить его через 5 дней, 1440 леев, если он не может ждать более 3 дней. Плата за выдачу удостоверения в течение 1 рабочего дня составит 1780 леев, а в день подачи заявления эта услуга обойдется в 2120 леев. Этот же проект предусматривает, что свидетельство о регистрации и временное водительское удостоверение могут генерироваться в электронном виде и будут иметь такую же ценность на территории Республики Молдова, как и документы, выданные физически. Женщина, которая убила своего 5-летнего сына в Каушень, а затем пыталась покончить с собой, страдает органическим бредовым расстройством, шизофреническим уклоном. Она проходила лечение, переживая потерю другого ребенка и мужа. По словам министрессы здравоохранения Аллы Немиренко, женщина проходила лечение и находится под наблюдением социального работника, который навещал ее за 2 дня до трагедии. Случай произошел 16 сентября в одном из населенных пунктов Каушенского района. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили бездыханное тело 5-летнего мальчика. У матери ребенка 39-летней женщины было ранение в области шеи. Женщина была передана врачам для оказания помощи. В настоящее время она может обращаться в правоохранительные органы, сказала Анна Немиренко. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В Чимышлии полицейские дроны контролируют дорожное движение. Сотрудники патрульной службы Чимышлии-Басарабяска Национальной инспекции общественной безопасности используют дроны для ловли автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения. Подробности в репортаже наших коллег. Angajații Serviciului de Patrulare Cimișlia-Basarabeasca al Inspectoratului Național de Securitate Publică folosesc dronele pentru a prinde automobiliștii care încalcă regulamentul circulației rutiere. Imaginile au fost realizate marți 17 septembrie 2024 lângă satul Ekaterinovka, raionul Cimișlia. Andrei Cojocari, Serviciul de Patrulare Cimișlia-Basarabeasca a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Astăzi, 17 septembrie 2024, de către angajații Serviciul Patrulare Cimișlia-Basarabeasca al Direcției Patrulare Sud al Inspectoratului Național de Securitate Publică, pe traseul R3 al raionului Cimișlia sunt desfășurate activități conform planului Direcției Patrulare Sud 941 din 19 iulie 2024 cu folosirea dronelor.
care fixează conducătorii auto ce nu respectă marcajul rutier 1.1.1 al RCR-ului, precum și nu acordă trecere legală a pietonilor. Asemenea activități potrivit angajaților Serviciului de Patrulare Cimișlia Basarabeasca al Inspectoratului Național de Securitate Publică vor continua și în perioada următoare în regiunea de sud, având drept scop diminuarea numărului de accidente rutiere. 52-летний мужчина скончался при ремонте электрического кабеля. Трагедия произошла прямо у него дома в селе Мустяца района Фалешть. Пресс-секретарша инспектората полиции Фалешть Светлана Талпа заявила, что от удара током мужчину отбросило в винт ближайшего колодца. Он сильно ударился головой и скончался. Тело мужчины было доставлено в Центр судебно-медицинской экспертизы для установления точных причин смерти. Сделки купли-продажи автомобилей, внесенные в государственный реестр транспортных средств, можно будет совершать онлайн, без необходимости обращаться в подразделение регистрации автомобилей Агентства государственных услуг. Для доступа к новой услуге лица, подписавшие договор купли-продажи автомобиля, должны иметь квалифицированную электронную подпись. Положение содержится в принятом постановлении правительства об оцифровке услуг регистрации транспортных единиц. Услуга будет доступна в течение 30 дней с момента публикации решения в Монитору Офficial. По данным агентства, на данном этапе реализации услуги в качестве продавца может выступать физическое или юридическое лицо, владеющее транспортным средством, либо уполномоченный через Empower представитель владельца. Покупателем может быть только физическое лицо. Услуга доступна для операций на предполагающих смену регистрационного номера и не предусматривающая возможность обмена номерных знаков. Эта опция будет развита в следующих версиях. Виноградари Юго-Восточной Молдовы начали сбор столового винограда сорта Молдова. Подробнее в репортаже наших коллег. De 2 săptămâni, viticultorii din sud-estul Moldovei au demarat recoltarea strugurilor de masă din soi Moldova. Deși previziunile inițiale erau pesimiste din cauza secetei, calitatea recoltei s-a dovedit a fi mai bună decât se aștepta. E bună, foarte, foarte. E dulce? E dulce. De dulce, e dulce. De ce să mințăm că nu e dulce? Și mulțumim foarte mult și la femeile de la Popeasca că muncesc o curăță, în primul rând. Că dacă nu ar fi ele, nici noi n-am avea de lucru. Acest viticultor de raionul Ștefan Vod a demarat procesul de recoltare a strugurilor de masă la data de 10 septembrie. Spune că are 5 hectare de viță de vie, iar toată recolta o pune la frigider. Avem undeva vreo 5 hectare de sortul Moldova. Anul ăsta e mai slăbuț față de an, când nu a fost ploi. Și culegem cum se primește. Lucrători cam puțini. Punem în frigider și dăm să vedem mai departe. Când să fie cumpărător, să-i dăm ori la iarnă, ori peste o lună, ori peste o săptămână, cum să primească. Bobița e sănătoasă, au mai fost crăpături de la ploi, de la ester, că nu a fost ploaie și au acumulat apă. Și e dulce, zahărul e 21, e normal, pentru cules e numai bine. În primele zile ale campaniei de recoltare în raionul Ștefan Vodă, viticultorii au reușit să recolteze aproximativ 15 tone de struguri la hectar. Până la 90% din cantitatea recoltată este destinată exportului. Pregătim pomul pentru exportare în țările europene, în țările care nu știu de dulceața strugurilor moldovenești. Sunt dulci struguri? Sunt foarte dulci, sunt foarte gustoși, sunt mustoși. Să mulțumim lui Dumnezeu decât și ne-odată. Acum au fost săște. Precipitațiile din luna august au jucat un rol crucial în îmbunătățirea calității strugurilor, compensând efectele negative ale secetei. În primăvară curățăm la vie, pe urmă legăm uscat și apoi pe urmă pe parcurs, în verde și așa lucrări. Cel mai greu sezon e toamna. Da, e greu și la curățit, că tot e, când e frig, când e... Curățăm, o legăm, o strochim, o cultivăm și așa mai o culegem. Potrivit Direcției Agricultura Consiliului Raional, în raionul Ștefan Vodă sunt 410 hectare de viță de vie plantate cu soi Moldova.
Местные комиссии по чрезвычайным ситуациям работают над оценкой ущерба, нанесенного дождями последних дней, чтобы власти могли оказать необходимую помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Даниил Воды. Он пояснил, что местные и центральные власти сотрудничают в каскадном режиме, то есть на уровне каждого села или города страны действуют местные комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые собирают информацию, оценивают ущерб и передают данные в районные комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он уточнил, что после 72 часов усиленной активности Центр управления чрезвычайными ситуациями вернулся к своему обычному режиму работы. В связи с ливнями проведено в общей сложности 402 миссии по ликвидации последствий непогоды, включая вмешательство в 214 случаях по откачиванию воды из домохозяйств. Больше всего потребовалось вмешательств в центре страны – 145 миссий и на юге – 77 миссий. Также наводнениями повреждены 42 трассы национального значения и 30 трасс были полностью затоплены. Ситуация на данном этапе исправляется. Одновременно проводились работы по укреплению и восстановлению защитных дамб вдоль реки Днестр. Atenție, șoferi, din 7 septembrie amenziile pentru stare de ebrietate la volan pot ajunge la 150.000 de lei, ridicarea permisului de conducere auto și închisoare de la 1 la 3 ani. Totul depinde de gradul stării de ebrietate. Astfel, pentru gradul minim, amenda va fi de la 35.000 la 50.000 de lei și arest contravențional de la 10 la 15 zile. Pentru gradul avansat, amenda va fi de la 75.000 și poate ajunge până la 150.000 de lei. Solicită să-și dea cu părerea șoferii din raionul Căușeni, afirmă. E foarte bună. Mai mult trebuie. Trebuie să fie controlat. Traficul trebuie să fie controlat. Un procentor care da. Dar care au făcut treaba asta cu băutura așa singur. La om în sânge așa e. El dacă e prins pe așa smart, până să-l prind, până să-l... E scump. Care beau, da. Îți de acord. Care beau, apoi... Amendați. 150.000 e destul sau mai mult ar trebui? Ajunge, eu cred că de unde e el 150.000. E prea strict. Trebuie să scadă șoferi ca nevinoveți pentru așa. Acei care ușesc la volan beți, ei nu se controlează, că e 120.000 sau că e amendă mai mare. Dar ești care tineri și, zicem, cu băutul o leac și nu s-o controlat, zicem, că de el sunt bine și a scadă, părerea mea nu chiar bună. Asta e foarte bine. Нормально. Ну, если люди не понимают, что пьяным нельзя садиться. Есть люди, которые выпили, и у него еще лучшая реакция, хорошо ей это есть, которые теряют сознание. Nельзя пить. Eu le-aș da pe viață. Ani grei de pușcărie, da. Pentru că din cauza lor suferă persoane nevinovate, copii, în mare parte copii. Sunteți de acord? Sigur, da. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Căușeni spun că aceste modificări legislative au fost făcute pentru a responsabiliza șoferii, dar și din cauza numărului mare de conducători auto care urcă băuți la volan și produc accidente rutiere. Aproape 9 luni de zile au fost documentate 70 de cazuri, 70 de șoferi fiind documentați în stare de ebrietate cu grad minim, adică dependența de alcool sau gradul minim de alcoolemie este de la 0,15 până la 0,30. Ce urmează aceste sancțiuni sunt niște sancțiuni foarte usturătoare, foarte drastice, ceea ce prevede codul contravențional, adică amenzi de până la 25.000 de lei și cu privarea de dreptul de a merge la unitatea de transport, adică ridicarea automată a permisului pentru a emite în instanța de judecată o hotărâre definitivă privind dreptul de a merge la volan, adică de a deține carnetul de șofer. Ceea ce ne referim la statistica dosarelor penale, adică cu grad maxim, începând cu 0,35 în sus, deja șoferii sunt atrași la răspundere penală în baza articolul 264 prim, alineatul 1 și 5, stare de ebrietate avansată la volan, adică urcarea unei persoane la mijloc de transport cu grad
maxim de alcoolemie în aerul expirat. Sancțiunile sunt foarte mari, sancțiunile sunt foarte drastice, au fost modificate, adică prevede adică până la 150.000 de lei și închisoare de la 1 an la 3. Acestea sunt noile sancțiuni care urmează să fie aplicate șoferilor care se urcă în stare de ebrietate cu un grad maxim avansat la volan. Potrivit statisticii, de la începutul anului curent, pe teritoriul raionului Căușeni au avut loc 30 de accidente rutiere cu 2 persoane decedate, fiind întocmite în total 76 de procese verbale pe stare de ebrietate la volan în raionul Căușeni. Более 20 известных артистов из 14 стран примут участие в 32-м международном фестивале оперы и балета имени Марии Биешу, который будет проходить до 29 сентября. В программе фестиваля такие шедевры мировой классики, как «Отелло», «Богема», «Лебединое озеро» и «Кармен». Фестиваль завершится 29 сентября гала-концертом, на котором выступят известные артисты с обоих берегов прута, а также признанные артисты из таких стран, как Болгария, Италия, Украина, Австрия, Испания и Венесуэла. Одним из сюрпризов для зрителей станет балет «Спартак». По словам госсекретаря Министерства культуры Андрея Кистола, этот фестиваль отдает дань уважения бессмертному сопрано Марии Биешу. Председатель Союза музыкантов Молдовы Светлана Бивол отметила, что фестиваль стал очень значимым событием и убеждена, что это масштабное событие в Республике Молдова, имеющее невероятный социальный эффект. Его с нетерпением ждут наши зрители, но его также очень ждут многие артисты, дирижеры со всего мира, как и в этом году. Уверена, это будет праздник души, сказала Светлана Бивол. Сопрано Мария Биеша была одним из величайших оперных голосов XX века. В 1967 году она покорила мировой оперный Олимп, став лучшей Чио-Чио-сан на первом международном конкурсе Миури Тамаки в Японии. Засуха серьезно повлияла на сельскохозяйственные культуры в нескольких районах страны. И если для урожая пшеницы средний урожай на страну составит около 3 тонн на гектар по предварительным данным, то ситуация для урожая кукурузы намного хуже. На днях начался процесс сбора кукурузы. Подробнее в репортаже наших коллег. Fermierii din sud-estul țării au demarat procesul de recoltare a porumbului. Zilele trecute, în raionul Ștefan Vodă, combinele au fost scoase în câmp, iar mecanizatorii spun că recolta este mult sub așteptări. Temperaturile caniculare din vară au compromis roada, iar pe unele hectare, abia dacă se recoltează 2 tone de semințe la hectar. La un hectar și 50 sote, dacă este 3 pătrâni. Nu e bogată, tare. Roadă cam rea, nu a fost ploi. Nu a fost ploi. Vedeți sungri că luau și 4 toane la hectar, dar mă spun că 2 toane. Rău, nu dacă cine să te bați, măcar așa. Dacă avem aici la 100 de hectare, mă rămas o leacă mai puțin pentru că e cosut. Și apoi la Crocmaz se duc și apoi raionul Căușeni. E foarte slab anul ăsta, dar mulțumesc, pierde lutațul, că nu dar de la prirodă, așa e. Dacă merge ghinea ca noi de la nou și ceva, așa, cum se ridic soarele așa? La 100 de hectare se dă pe zi. Undeva 120-130 de hectare de grăunță, asta numai se duc. Dacă au fost 10 mașini, cu 30 de toane, plus minus. La 300 de toane se duc de grăunță pe zi. Mihail Spătaru lucrează de 30 de ani mecanizator pe combină. Spune că în această zonă din raion combinele au intrat în câmp la data de 10 septembrie. Investiții în acest an au fost considerabile, doar că roadă mai nimic. Porumbul e slab anul ăsta. De câte zile ați început? O săptămână la Ștefan Vodă, la Talmaza, am la aici, pe Ștefan Vodă cosăm. Aici avem cât hectare? Avem 100 de hectare, tot avem 200 și ceva. Aici 100 și e slab rada. Mai bine, este la 2 tone și o leacă, slab de tot. Înainte de că ieșea la 10, a 8, am 2.
Chiar dacă la moment nu există date exacte privind suprafețele afectate, estimările fermierilor arată că recolta de porumb de raionul Ștefan Vodă a fost compromisă în proporție de 40-90%. Eu am carat din baltă de la Talmaza și amuia că mai avem aici cât mai avem și apoi trebuie să împarte și el la Baccelie, Gangura și tot așa. Aici a plouat mai mult, acolo mai puțin, cred că de atât aș merge vorba, dacă nu-i ploaie, de unde pâine. Nicanor Moga spune că, deși primăvara a fost una ploioasă, în perioada de vegetație a porumbului nu s-au înregistrat precipitații, lucru care a și afectat recolta. Cam iasă în jurul 2 tone și jumate de tot așa. Adică seceta așa? Seceta a afectat tare a afectat, că aici tot ies, puțin ies. 5-6 toane cel puțin, ani buni, odată 7 toane și 12 odată ani buni. E vorba de soi ăsta da? Nu e vorba de soi, nu a fost de sus. Umezeala nu a fost când a fost păpșoi în schic. Când a dat în schic, atunci trebuie ploi. Primăvara a fost, dar păpșoi el dă în schic, dă în iunie, la sfârșitul iunie, dar nu erau ploi. Dar el la schic, dacă nu dă ploi, roada chică. Aici vara nu a plouat deloc? Aici a plouat, ca aici o leacă mai, au fost vreo 2 ploi, dar am avut în partea cealaltă, în Balta, acolo nu a fost deloc ploaie. Acolo în jurul la 1 tonă jumate, la așa o luat, la 2 tone poate. Fermierii spun că investițiile și munca lor a fost în zadar, mai ales în contextul inputurilor mult mai scumpe comparativ cu anii anteriori. La începutul lunii august, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat că, urmare a secetei hidrologice din suprafața totală de porumb de pe teritoriul Republicii Moldova de circa 338.000 de hectare, doar 6% erau într-o stare bună, 28% erau într-o stare satisfăcătoare și 66% din suprafața de porumb erau evaluate ca nesatisfăcătoare. În raionul Ștefan Vodă sunt semănate cu porumb 12.835 de hectare. В Тараклии состоялся 23-й этнокультурный фестиваль «Этнофест. Единство через многообразие», на котором свои традиции и обычаи смогли представить народы, проживающие на территории Республики Молдова. Начался фестиваль парадом национальных костюмов и выступлением народных коллективов. На фестивале можно было увидеть разнообразие и самобытность этносов, живущих в Молдове. Гостям и жителям района были представлены выставки традиционных подворий, ярмарка ковровых изделий и декоративно-прикладного искусства, традиционная кухня. В рамках мероприятия на центральной площади Тараклия было представлено Гагаузское национальное подворье, где все желающие смогли познакомиться с традиционными предметами быта и истории гагаузского народа, а также отведать традиционную гагаузскую кухню. Почетных гостей фестиваля встретил детский фольклорный коллектив «Чанджаз» блюдами гагаузской национальной кухни, танцами и песнями. Этнокультурный фестиваль проводится ежегодно и направлен на развитие диалога и укрепление дружбы между представителями разных национальностей, проживающих в Молдове, сообщается на сайте Управления культуры Гагаузии. В Гагаузии, где традиции и семейные ценности играют ключевую роль, женщины решили изменить общественные представления о женщинах в правоохранительных органах. Мы представляем историю Натальи Грыл-Якимовой, чья сила, упорство и преданность сделали ее знаковой фигурой в полицейском управлении Гагаузии. Я работаю с 2008 года. Начала с органа уголовного преследования. По-старому это следователь со следствия. Я проработала с 2008 по 2015. После того, как родила первого сына, поняла, что ночные дежурства это очень сложно, и подыскала себе более соблазнительную, да, так сказать, должность для того, чтобы можно было продолжить свое любимое дело, но уже без таких частых ночных дежурств. Наталья Грыл-Якимова – женщина, которая воплотила силу, упорство и преданность в работе полицейского. Ее история вдохновляет всех и напоминает о том, что ничего не может помешать достижению своей мечты, если в сердце горит пламя решимости. Мой отец посвятил свою жизнь полиции, он закончил службу в армии, потом закончил школу милиции, на тот момент была школа милиции. После этого сразу был направлен сюда, в инспекторат полиции Камрад.
Малый говорит, что будет полицейским, старший думает. Вместе с Натальей в полиции работает ее супруг. Это еще один прекрасный пример совместной работы и семейной поддержки в полиции Гагаузии. Что касается женщин, которые работают вместе с нами, я бы сказал, что это очень большая поддержка, потому что поддержка бывает дома от нашей второй половины для того, чтобы работник полиции мужского пола выполнял свои функциональные обязанности, свою работу достойно и надеялся, чтобы его всегда поддерживали. В настоящее время в полиции и моя супруга работает. Я бы хотел, чтобы в полиции еще больше женщин работало, потому что они понимают не только друг друга, но понимают и почему-то и мужчин, так же, как и мужчины понимают женщин. Вместе Наталья и ее супруг создают непревзойденную команду, объединенную общими целями и стремлениями. Каждый день они доказывают, что сила семьи и единство в борьбе за благополучие общества не имеют границ. Бывают даже такие случаи, если женщина выезжает на случай насилия в семье, то женщине почему-то удается договориться с агрессором, если это, да, допустим, мужчина, и как-то его уладить этот конфликт, успокоить его. И в некоторых случаях даже бывало такое, что они даже сами говорили: спасибо, что вы пришли и разъяснили. И больше такое не повторялось. Бывало и такое. В АТО Гагаузия в полиции работает более 40% женщин. Женщины полиции Гагаузии – это мир, где традиционные представления о гендерных ролях и обязанностях разрушаются. Это мир, где сила, решимость и профессионализм не зависят от пола, а лишь от преданности делу и веры в свои силы. Мы все выполняем одну работу, и что женщина, что мужчина в любом случае должен выполнять свою работу, деятельность соответственно, да. На работе у нас все офицеры полиции, все сотрудники полиции. Да, у нас женщины работают и в 112, и выезжают на все правонарушения, даже преступления. У нас много женщин работает в отделении следствия, угловом преследования. В управлении полиции есть много семей, где и папа, и мама являются работниками полиции. И дети этих работников на сегодняшний момент подают свои формуляры для участия на трудоустройство, либо для зачисления в полицейскую академию. То есть сегодня работники, которые работают у нас в полиции, их дети и родители являются гордостью. Я еще с юношества понимала, что буду работать именно в полиции, начну свою деятельность. Дальше, конечно, мы посмотрим от обстоятельств, но скажу, что всем тем, кто учится на юридическом факультете, я считаю, что надо начать свою трудовую деятельность в полиции, потому что именно здесь ты понимаешь всю суть работы изнутри. Я с гордостью ношу форму. Мне это нравится. И с детства я гордилась своим отцом, горжусь теперь собой, своим мужем. И мне очень нравится форма. Подводя итоги нашего репортажа силой и стойкостью женщины полиции Гагаузии, мы видим яркие примеры преданности, профессионализма и силы наших женщин, служащих в правоохранительных органах Гагаузии. Их примеры говорят о том, что в полиции Гагаузии нет места для стереотипов и ограничений. Здесь каждый может найти свое место, основываясь на знаниях, умениях и преданности своему делу. Вместе они формируют единую команду, где мужчины и женщины работают рука об руку, стремясь обеспечить безопасность и правопорядок в своем обществе. Главное управление образования Гагаузии сообщает, что практически во всех школах организовано горячее питание для учащихся первых 12 классов. К процессу кормления ряд лицеев и гимназий приступили уже 2 сентября. В гимназии села Джалтай сообщили, что горячее питание учащиеся начнут получать с 20 сентября. Разрешение на запуск работы пищеблока получено, качество воды соответствует нормам. Идет закупка необходимых продуктов питания. В 2 школах питание еще не начато, так как учреждения все еще ожидают повторных результатов анализа воды. Это гимназия села Буджак, гимназия села Баурчи.
В остальных учебных заведениях процесс питания организован в полном объеме. Это были все новости за неделю на канале АТВ. С вами была Елена Янак. Подписывайтесь на наши социальные сети. Оставайтесь с нами на 912 канале Молтелеком, 49 канал Старнет. До скорых встреч!